Сплоченность, доверие и уважение друг к другу, несмотря на социальный статус. В Ингушетии проходит неделя дружбы и добра. Акция призвана научить окружающих дружить и заботиться о близких людях. В рамках Всероссийской недели дружбы и доброты в Институте экономики и правоведения в Гамурзиево прошел семинар с участием людей с ограниченными физическими возможностями. Организатор – команда «Мечты». О старте и главном посыле акции – сюжет нашего корреспондента. Кто смог среди предательства и фальши не растерять душевной чистоты. С таких трогательных строк дают старт недели дружбы и доброты в регионе активисты команды «Мечты». Инициатор проекта – Фонд за здоровый образ жизни, который реализуется в стране уже 4-й год подряд. Изначально волонтеры проводили семинары только в Москве, позже они охватили и другие регионы. Их главные герои – люди, чьи возможности отличаются от других. Студентам самим дают возможность побывать на месте людей с ограниченными возможностями. Предлагают на рисунке показать свое видение, как мир закрытого человека может стать более открытым. Одиночество. Человек замкнут по себе. Вот коляска. Но она далеко от него стоит. Он не может к ней дотянуться. Дотянуться он же не может встать. И видно, что компьютер. А тут уже со стороны вот этого квадрата человек забит в 4 стенах. 4 угла. Ему некуда идти. Опять-таки тут нет людей, которые могут ему оказать помощь. Близкие ему люди, тут никого нет, он одинокий. Испытав на себе всю тяжесть судьбы, они сумели преодолеть сложности на их нелегком пути. И с каждой такой беседой стараются передать зрителям опыт своей борьбы с трудностями. Мне человек что-то дал, совершенно незнакомый. Я научился и сейчас передаю какую-то информацию вам. Вы сейчас это услышали и уже передадите информацию кому-то еще, а может быть займетесь волонтерством, общественной какой-то работы, да? Протянуть руку помощи, не оставаться в стороне от чужой беды. К этому призывают и учат на семинаре. Помогать родным и близким, старикам, детским домам и всем, кто в этом нуждается. Я вижу, когда Всевышний касается людей, это видно по глазам, это видно по сердцу, потому что глаза – это сердце души, и это чудесно, потому что, как ваш один вот сейчас парень сказал, Витя задал вопрос: если я буду стоять где-то, мне нужна помощь будет, что вы сделаете? Он говорит: я подойду, возьму тебя и повезу, куда тебе надо. Поэтому я благодарен, что здесь именно особый отклик на добрые дела, и это низкий поклон вашим предкам за то, что они имели мудрость научить этому вас. Организованная Фондом за здоровый образ жизни команда «Мечты» с начала своей работы достигла больших результатов. В Москве, где мы базируемся, мы на базе колледжев создаем отряды волонтеров здорового образа жизни, где мы приглашаем потом ребят на поездки в какие-то публичные места, где мы проводим выставки здоровья, где мы проводим квесты здоровья, где мы проводим программы, различные мероприятия молодежные. Также мы ездим в больницы, в детские дома, в приюты, дома для людей с ограниченными физическими возможностями, но мы это все организуем на базе школ, вузов. Один из участников команды, Павел Крепков, недавно выиграл грант на проведение программы «Дружба и доброта» и получил возможность принимать участие в проводимых семинарах. Мы с нашими ребятами, с товарищами, с нашей командой «Мечты» ездим по стране и как раз-таки вот какие-то свои личные переживания даем ребят, рассказываем какую-то свою личную историю. На самом деле все довольно-таки иногда бывает позитивно, потому что рассказываем не только о том, как было все, как тяжело. Рассказываем о своих достижениях. Вот, например, я являюсь двукратным серебряным призером чемпионата России по армрестлингу. Я в рекламном агентстве в Туле подписывал контракты, то есть были фотопроекты. Мы говорим не только о нравственной, а о том, чтобы человек еще творчески был развит. 15 лет у Виктора выявили генетическое заболевание – прогрессирующая мышечная дистрофия. Признается, что ему было трудно ходить среди людей из-за косых взглядов, но благодаря друзьям и людям, поддержавшим его, он не упал духом и даже стал волонтером. Мы как раз на уроках и рассказываем, что каждый не может быть этим волшебником, может быть проводником быть. И важно, чтобы мы помогали друг другу и вместе жили, вместе шли
к светлому будущему, именно к хорошим и добрым мыслям, реализовывали хорошие проекты. Это не первый семинар в регионе. Неделя дружбы и добра по планам активистов охватит еще больше школ, вузов и СУЗов республики. Команда мечты призывает творить добро, и тогда этот мир станет более счастливым и прекрасным. Диана Дударова, Милана Хамчиева, Мака Дударова, Новости 24.